Ахмадова Хава Лалиевна, художественный руководитель, директор Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова. Пожалуйста, Хава Лалиевна, вас слово. Приглашаю вас. Добрый день. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые члены Совета Федерации, дамы и господа, я приехала из Грозного, из Чеченской Республики, где земля пропитана историей, а слово старших ценится на вес золота. И позвольте мне, как человеку театра, поделиться с вами мыслями о том, что сегодня болит и радует, тревожит и вдохновляет. Я убеждена, что национальный театр начинается с любви к своей земле и с уважения к земле своего соседа. Сегодня перед лицом вызовов, которые бросает нам так называемый западный мир, мир, пытающийся переписать историю и обесценить традиции, наш национальный театр является не только сценой, а настоящей крепостью. Почему? Да потому что именно здесь, в наших регионах национальных, мы бережно храним кодекс чести, традиции отношения к семье, к родине. И когда мы выносим эти ценности на подмостки, когда зритель в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке видит эти спектакли, он видит не только экзотику, он видит родную душу. Он видит, что боль матерей на всех одна, что герои славят одинаково и в степях, и в горах. Когда мы говорим о силе национального слова, я не могу не назвать имя великого сына киргизского народа, писателя Чингиза Айтматова. Его «Плаха» или «И дольше века длится день» – это не просто литература, это философия, рожденная из степных преданий, но стала болью, откровением для каждого русского, татарина, кумыка, черкеса, кабардинца, чеченца, любого, кто брал в руки его книги. Айтматов показал, что национальный писатель, оставаясь глубоко внутри своей культуры, может стать голосом совести для всей планеты. Или возьмем башкирского драматурга Мустая Карима, его пьесы, пронизанные мудростью, Аксакаловой, нежностью гор, давно перешагнули границу Уфы. Они идут на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, потому что темы чести, достоинства и любви, воспетые им, святы для любого человека нашей страны. Говоря о Чеченской Республике, я не могу не назвать имя Мусы Ахмадова, чеченского писателя-драматурга. Его спектакль с большим успехом идут на сцене Чеченского государственного академического театра имени Героя Советского Союза Ханпаши Нурадилова. В них трагедия и возрождение Чечни. В них мудрость предков и надежды молодежи. Его пьеса – это крик души нашего народа. Сегодня, когда коллективный Запад пытается рассорить нас, заставить забыть о нашем общем братстве, театр выполняет роль миротворца. Мы цветы в одном большом и прекрасном саду. Если мы засохнем или будем шипами колоть друг друга, сад опустеет. Поэтому я призываю театры регионов обращаться к лучшим произведениям классиков нашей многонациональной страны и ставить эти пьесы в переводах на языки народов России. Ну и, конечно, необходимо отметить тот факт, что начиная с 2019 года Грозный стал одним из театральных центров нашей большой страны благодаря Всероссийскому фестивалю национальных театров Федерации. Это самое яркое событие в театральной жизни России, объединяющее 1000 зрителей, десятки национальных театров и лучшие спектакли страны. И хочется поблагодарить, пользуясь случаем, Союз театральных деятелей России во главе с его председателем Владимиром Львовичем Машковым, Министерство культуры России и лично Ольгу Борисовну Любимову, правительство и Министерство культуры Чеченской Республики за эту уникальную возможность ежегодного проведения театрального праздника, который является неоценимым вкладом в нашу культуру и реальным способом формирования общероссийского культурного пространства, демонстрируя всему миру, с одной стороны, уникальность и разнообразие этнокультур, а с другой стороны, показывая наше единство. Дорогие друзья, хотел бы напомнить, что в 2022 году под эгидой Национального драматического театра России Александринского театра создана Ассоциация национальных театров России. В ее состав вошел 41 театр из разных республик и регионов страны. За эти годы Ассоциация национальных театров России стала важной площадкой для сотрудничества театров разных регионов и развития культурного наследия народов нашей страны и национальных театров.
на состоявшемся в Москве в 2022 году, 28 февраля, расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике, мы нашли горячую поддержку предложения о финансировании проекта создания Национального театрального центра в Москве. Валентина Ивановна, это чрезвычайно важная инициатива, дающая возможность широкому кругу театральной общественности знакомиться с лучшими постановками национальных театров России. Включите микрофон, пожалуйста. Сегодня мера, направленная на развитие и популяризацию национального театрального искусства. Выступая здесь, я прошу лишь об одном – поддерживать национальные театры не только как музеи языка, но и как живые форпосты нашей общей идентичности. И только так мы докажем, что никакие внешние шторма не способны расколоть нашу единую семью России. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Спасибо большое, Хава Полиевна. Дорогие друзья, знаете, очень много зависит от руководителей субъектов федерации. Вот если губернатор лично и глава республики, министр культуры по-настоящему поддерживают театры и вообще культурную сферу, создают для этого условия, там дела идут хорошо. И, пользуясь возможностью, я хочу попросить вас передать слова благодарности Рамзану Ахматовичу Кадырову. Я знаю, как он лично относится и к театру, и к поддержке национальных коллективов, национальных ансамблей. Вот поэтому в Чечне так все и цветет, и расцветает. Поэтому передайте от всех нас благодарность за его отношение к культуре.